Учитель сегодня. Кто он? Как всегда и везде, катализатор творчества. В век компьютерных технологий каждый учитель немножечко информатик. Творец, идущий в ногу со временем. Учить искусству творить можно и должно, открывая новые горизонты. Открывать новые горизонты – это круто! А еще круче полететь к облакам. Вот прямо сейчас. Офис 365 – это наша мастерская. Это место, где мы творим. Это наша комната в квартире Центра образования, в которую мои дети могут зайти все одновременно и одновременно работать в одном и том же документе, или каждый в своем. Выполнять задания в различных офисных приложениях, а все документы хранить в облачном хранилище OneDrive. Они могут обмениваться друг с другом письмами по внутренней почте. Я отправляю ученикам ссылку на презентацию через Outlook. Пройдя по этой ссылке, они следуют полученным инструкциям и выполняют задания. Например, написать синтвейн на одном из слайдов презентации, или, пользуясь текстом, написать ответ на заданный вопрос, или же проиллюстрировать отрывок из художественного произведения. Пожалуйста, откройте компьютер, перейдите по ссылке в письмах. Вы все вместе будете редактировать одну и ту же презентацию. Скажите, пожалуйста, сколько вопросов? Дима? В этой презентации 16 вопросов. Каждому по одному вопросу. На каждом слайде по 2 вопроса. Ответив на свой, обязательно загляните, как ответил ваш сосед, правильно ли у него получилось, а вдруг ему нужна помощь или ваша подсказка. Сейчас давайте распределимся, кто на каком слайде будет работать. Без друга никуда. Однажды в горах приключилась беда. Один человек забрался туда, повсюду ходил, дорогу искал, но не нашел он ее среди скал. Дальше все было и хуже, и хуже. Ночь наступала, вот в чем беда. Из положения выход был нужен. Нету еды, и вся вышла вода. Word, PowerPoint, Office Mix. Это, конечно, здорово, но я больше люблю работать в Sway. Что такое Sway? Sway – это новый способ организации информации. Это такой электронный баннер, в котором можно ставить текст или видео, и даже картинки. Причем Sway сам подберет наиболее подходящий макет, а встроенный поисковик нужной фотографии. Огромный образовательный потенциал заключен в OneNote для учителя. Все пространство здесь разделено на 3 блока. Библиотека содержимого, пространство для совместной работы и папки для каждого ученика. Ребенок заходит в записную книжку OneNote, в разделе «Библиотека содержимого» копирует страницу с нужным заданием и затем вставляет ее в свою папку и выполняет. После мне очень удобно проверить работу каждого ученика, причем списывание исключено, потому как в папке может оказаться только сам ребенок и я. Именно в OneNote мы работали над проектом «Электронная книга». Мы создали книгу «Мир нашими глазами», в которую вошли произведения третьеклассников, четвероклассников и даже дошколят. Сказки, рассказы, стихотворения, басни, оформленные в разных программах. А другой наш проект, ранняя профориентация, знакомство с профессией мультипликатора, побывал на глобальном форуме Microsoft в Барселоне в 2014 году. Я сейчас посмотрели ролик, несколько комментариев, которые специфицированы по поводу этого ролика. Его Елена Петровна снимала и монтировала сама с помощью учителя информатики. То есть они вдвоем сделали вот этот ролик, и сделан достаточно хорошо, то есть практически профессионально. Во-вторых, планшет. Видели, что все ребята, тогда это был 4 класс, сейчас у Елены Петровны новый набор детишек маленьких. У всех ребят были ноутбуки. Вернее, планшеты. У разных школ разные ситуации. Какая-то школа может позволить купить планшет и реализовать модель 1.1, предоставив планшет каждому учащемуся.
какая-то школа не может этого сделать, но общим собранием родителей, как это было у Инны Петровны, все ребята, все родители собрались и решили, что после того, как Инна Петровна рассказала то, чем они будут заниматься, и представила свою программу по применению информационных технологий в учебном процессе в начальной школе, родители решили, что они все вместе с лекцией купят планшеты каждому ребенку. Поэтому те планшеты, которые у них у ребят, это свои, это те планшеты, которые где родители ребят. В каких-то школах такие планшеты остаются в классе, и ребята на следующий день приходят, соответственно, домой их не уносят. В каких-то школах, я работаю со многими школами, поэтому я вам рассказываю сейчас разные модели и те практики, которые реализованы. Машина, то есть планшет, с ними с утра до вечера, то есть они делают уроки на этом планшете, потом приносят в школу и так далее, и так далее. Какие-то школы или планшетов, и она просто переводится из класса в класс. Где-то у нас есть такие практики, где учителя используют информационные технологии, имея только доску, один компьютер и проект. Все. Есть разные возможности применения информационных технологий. Посмотрите, что вам ближе. И я думаю, что вы из тех практик, которые я вам сегодня расскажу, и из тех материалов, которые я вам сегодня дам, вы, может быть, найдете что-то близкое себе. Инна Петровна говорила про Office 365. Office 365 – это информационно-образовательная среда, которая разработана Microsoft, которой представляется доступ к школам бесплатно. Школам, музеям, библиотекам на бесплатной основе. Эта среда входит в первую помощь. Если в вашей школе есть первая помощь, соответственно, у вас среда есть, и вы ее можете развернуть. Или же в конце я дам контакты, по которым вы сможете связаться и написать, что мы хотим установить Office 365, на самом деле от вас требуется только подтвердить, что вы школа, что вы образовательное учреждение. Все, больше ничего. Дальше вы получаете ссылку, инструкции, разворачиваете среду и начинаете работать так же, как Инна Петровна. У Инны Петровны в школе, то есть есть школы, которым повезло с административным составом, которые помогают учителям работать с информационными технологиями, которые поддерживают их в этой работе. Есть школы, которые, ну, по крайней мере, не мешают, да, скажем так, учителям работать. Инна Петровна учит в начальных классах. Хрупкая женщина. Она работает в своей школе одна, в Office 365. Она его развернула, попросила разрешить ей развернуть Office 365 на свой класс. Что такое развернуть? Внести учетные записи детей, родителей, потому что родители тоже находятся в Office 365, учителей, методистов, то есть все, кто каким-то образом привязан к учебному процессу, причастен к учебному процессу, и работают в Office 365. То есть есть разные варианты. Можете на всю школу разворачивать, можете на один класс разворачивать. У Инны Петровны на ролике это был 4 класс, сейчас она работает. У нее уже, по-моему, второклашки, то есть дети с 1 класса работают замечательно с технологиями. Все те технологии, которые были перечислены, с ними со всеми дети с 1 класса работают очень успешно. Далее, в презентации у меня будет несколько ссылочек, которые вы сможете просмотреть, ссылки на видеозапись вебинаров, которые мы проводили, в том числе с участием Инны Петровны. И все эти практики, о которых я говорю, и те практики, о которых рассказывала Инна Петровна, тоже там видеозаписи есть. Когда Инна Петровна говорила PowerPoint онлайн, это значит, что PowerPoint находился в облаке. То есть Инна Петровна работает в облаке, облако это и есть Office 365. Облако, те программы, которые находятся в облаке, все документы, к ним ребята имеют доступ, или вы имеете доступ с любого места, где бы вы ни находились, если у вас есть при этом интернет. Ну и последнее, Инна Петровна говорила про Office Mix, это отдельная программа, которая позволяла создавать полноценные цифровые образовательные ресурсы. Замечательная программа. Естественно, полностью внедрена в PowerPoint 2016. То есть вы нажимаете кнопку «Запись», и далее вы записываете, озвучиваете презентацию, вы записываете свое видео, вы записываете аудиофайл, то есть полностью цифровой образовательный ресурс у вас получается. Возвращаюсь к моей презентации.
Небольшой блок, я его очень кратко пробегу, потому что, в общем, здесь достаточно понятные вещи, и мне бы хотелось больше оставить времени на практику, на демонстрацию практики. В этом блоке обосновывается то, что проект реформатика лежит в русле современных тенденций в педагогической, законодательной области, в области образования. И обратите внимание, что и в федеральных государственных образовательных стандартах, и в примерной образовательной программе мы говорили об ИКТ-компетенции учителя, да и ученика, скорее с технологической точки зрения, потому что там делается акцент на том, что учитель должен уметь распечатать документы, должен составить таблицу, или должен уметь включать проектор и так далее. И уже профессиональный государственный педагог, который начал действовать с января, да, по-моему, этого года, 18-17 года, уже делается акцент больше на педагогической составляющей компетенции. И, кстати, стандарт педагога, он основан на вот этой книге, на вот этом труде, называется «КТ-компетенция учителей», структура КТ-компетенции учителей ЮНЕСКО, который был разработан в 2011 году, просто стандарт педагога основан на этом труде. И проект реформатика тоже использует наработки, которые были сделаны в этой книге. Все ссылки на те ресурсы, которые я сейчас показываю, они есть в конце слайда. В конце презентации я вам их обязательно отдам. И я вам также отдам презентацию. В конце этой презентации будет ссылочка, которую вы сможете сфотографировать и в любой момент из облака эту презентацию посмотреть или скачать ее себе. Поэтому можете записывать, можете нет, но вот у вас будет еще и возможность эту презентацию изучить чуть позже. Еще одна замечательная книга, которую я вам тоже рекомендую, тоже была выпущена в 2011 году. Контент несколько другой, но тоже очень интересный, полезный для деятельности как администрации, так и учителей. И мы говорим о том, что здесь очень хороший тезис, о том, что в то время как наши ученики уже находятся в постоянном своем взаимодействии и уже обладают определенными компетенциями, цифровыми компетенциями, я бы их назвала, учителям все-таки необходима поддержка в понимании того, как и каким образом использовать КТ в учебном процессе, собственно, то, чему наш проект и способствует и содействует. И, конечно, здесь необходимо отметить, что в 2017 году в программе цифровой экономики, опять же, делался уже упор на цифровые компетенции гражданина. То есть мы плавно перешли от технологической стороны, от технологий, непосредственно именно к педагогике и педагогической стороне этой компетенции, и педагогическим компонентам. И, конечно же, также мы лежим в русле проекта современной цифровой образовательной среды Российской Федерации, где мы говорим о необходимости непрерывного образования для всех категорий граждан. Соответственно, владея информационными технологиями, вы можете получать непрерывное образование и так далее, и так далее. Да? И на этом слайде написано то, что мы понимаем под цифровой компетенцией гражданина, цитировать не буду, и обращаю ваше внимание на вот эту фотографию. Я ее взяла из соцсети. Ее выложила наш активный участник Елена Даматова. Это заведующий лабораторией, мне кажется, информационной технологии, я могу неправильное название передать. Школа 15-17, школа большая московская, которая имеет 16 зданий по Москве. И им информационные технологии были жизненно необходимы для того, чтобы управлять таким огромным количеством зданий и для того, чтобы правильно организовывать и учебные, и административные процессы. Обратите внимание, мама сфотографировала своего ребенка, который по каким-то причинам не смог пойти в школу, но при этом он присутствует практически, да, удаленно на уроке. Он слышит и видит все, что происходит в классе, он выполняет задания, которые происходят в классе, и таким образом вообще избежать смешанного обучения, то есть применение и электронных технологий, электронного образования, и дистанционных образовательных технологий. Когда ребенок работает и в тетради, у него и телефон рядом, у него и компьютер, и так далее, и так далее. Вот обычный день и подпись, учебный день, не выходя из дома. Замечательная иллюстрация одной из результатов участия, в том числе и проекта информатика. И, собственно, это риторическое высказывание, которое можно не обсуждать. Но я бы сказала так, что
Конечно, мы детей еще не решаем, дети всему научатся сами. Было бы здорово, если бы мы научили применять ИКТ-инструменты для того, чтобы научить ребенка учиться, для того, чтобы он потом сам смог получать знания из тех источников, которые ему доступны. Итак, реформатика цели проекта является разработкой проекта, проверка на практике способов применения новых информационных технологий в учебном процессе. И участником проекта являются все участники образовательных отношений. Мы приглашаем участие в нашем проекте и преподавателей, и методистов, и ребят. У нас есть практики, которые ребята сами разработали и о них рассказали. И внешних экспертов. Это могут быть те люди, которые каким-то образом участвуют в учебном процессе, могут рассказать о том, каким образом они участвуют в учебном процессе. Это может быть и профориентация, и работники музеев, и работники библиотеки, и так далее, и так далее. И, конечно же, родители. У нас есть сценарий, родители, это контакт родителей, применяют информационные технологии в учебном процессе. И как результат проекта «Реформатика» это, во-первых, создание каталога тех самых сценариев, которые разрабатывают наши участники. Вот перед вами книга «Реформатика». Это уже вторая книга. Она у вас есть раздана. Первая книга была выпущена в 2016 году. Эта книга, если не хватит, я потом, пожалуйста, повторю. Эта книга была выпущена в 2017 году. Я очень надеюсь, что через год, в этом году нет, но через год мы сможем выпустить еще одну такую книгу. Что это за книга? Здесь, во-первых, описаны возможности применения, рассказано о тех то есть кнопки тех самых продуктов. А самое главное, самая ценная часть из зеленой книги, вот в этой книге, которая вы сейчас держите в руках, этой части гораздо больше. Это сценарии, то есть те практики применения информационных технологий, которые разработали сами учителя. То есть книгу я составила, используя материалы, которые мне предоставляли учителя, участники проекта. И вы тоже можете стать соавторами такой книги, следующего издания. Формат описания практик может быть любой. Это может быть, если вы умеете писать, потому что не все любят, умеют писать статьи, вы можете описать в формате статьи. Вы можете описать какую-то, сделать презентацию о своем опыте, ее озвучить, и ссылку на эту презентацию тоже мы сюда включим. Это может быть, что еще может быть? Это может быть любой формат, который вам... Это может быть, например, какой-то продукт, который вы сделали с помощью инструментов Microsoft, и который вы можете дать как пример того, как вы используете этот инструмент и так далее. Вот в конце каждой главы есть ссылочки на то, на материалы наших учителей. То есть продукты в любых форматах, пожалуйста, не продукты, да, ваш опыт в любом формате может быть здесь отображен. Я вас приглашаю в проект, я вас призываю стать соавторами такой книги. То есть это, по сути, уже готовая, не по сути, а на самом деле это готовая публикация для учителя. Еще один из результатов – это, конечно, разработка перспективной, скажем так, комплексной модели поддержки применения информационных технологий, наверное, внедрения информационных технологий в образовании. И самое главное, то, что мне наиболее интересно, это непрерывное профессиональное развитие учителей и, конечно, работа с детскими учреждениями. И с какими же интересами, с какими же вопросами к нам приходят учителя. И не только учителя, да, под учителями я подразумеваю всех участников образовательных отношений, о которых я уже говорила. Кто-то говорит, мы бы хотели внедрять дистанционно-образовательные технологии электронного обучения в нашей школе, но мы не знаем, с чего начать. Можете нам помочь? Можете нам рассказать о тех практиках учителей, которые у вас есть, где вы показаны, как они внедряют дистанционно-образовательные технологии или электронное образование в учебный процесс, например, во внеучебном. Да, под эти запросы, или, например, кто-то говорит, что я бы хотела реализовывать модель 1.1 и концепцию принести свое собственное устройство в класс. И тогда мы говорим, что вот, пожалуйста, вот в этой книге есть такие-то практики, вот у нас еще есть такие-то ссылочки, а вот давайте мы еще проведем
вебинар с участием учителей, которые реализуют такие практики, и они вам расскажут о том, как это можно сделать. И вы сможете задавать вопросы. Про модель «Принеси свое собственное устройство», вот концепция Bring Your Own Device, я не сказала, это еще одна вот модель, я с них начинала свое выступление, о том, что когда у школы нет возможности купить планшеты, когда родители не могут купить планшеты, когда даже тележки нет. И тогда у нас есть такие учителя, которые организуют образовательный процесс с использованием информационных технологий с помощью тех девайсов, с помощью тех инструментов, которые имеет каждый ребенок. У кого-то это планшет, у кого-то это телефон, у кого-то, что еще может быть, допустим, ноутбук. То есть разнородные устройства, те, что есть у ребят на руках, с помощью них, опять же, можно замечательно применять информационные технологии, повышать эффективность учебного процесса. С какими задачами к нам приходят учителя? То есть мы помогаем и рассказываем о том, это можно разрабатывать образовательные ресурсы и приложения с помощью инструментов Microsoft. Оказывается, с помощью Word, правда, такой достаточно новый Word, наверное, 2016, можно замечательно разрабатывать цифровой образовательный ресурс с доставкой видео, который уже раскрывается в этом Word, не просто ссылочка, а раскрывается полноценное видео с табличками, со слайдами, с анимацией и так далее, и так далее. Ну, не говоря уже, например, про PowerPoint, с помощью которого, я уже сказала, внедрен PowerPoint, с помощью которого, нажав кнопку, можно брать и озвучить презентацию вашу, любую. И она, к сожалению, здесь не могу продемонстрировать, здесь 2010-й PowerPoint, он еще такого не умеет. И озвучивать презентацию, которую сама конвертирует в видеоролик. То есть вы озвучиваете свою презентацию, потом вы выкладываете куда-то, хотите на флешках распространять, хотите в облако вы выложите. И потом эту презентацию, например, какой-то новый материал или какой-то дополнительный материал, все ваши ребята смогут посмотреть и послушать то, что вы им рассказываете. Мы говорим о том, что бывают инструменты для коммуникации, планирования, управления проектами, инструменты для совместной работы. Как раз то, о чем говорила Митровна PowerPoint онлайн. Когда ребята в классе сидят, и каждый из ребят работает над своим слайдом презентации. Первое, только здесь очень важно четко распределить и объяснить, что, как происходит и кто на чем работает. Она говорит, так, Иванов работает с первым слайдом, Петров работает с вторым слайдом, Сидоров работает с третьим слайдом и так далее. Затем все на своих, в том числе и смартфонах, все ребята могут открыть PowerPoint онлайн, она дает ссылочку. И затем каждый работает на своем слайде. И как только перестает работать ребята на своем слайде, эта презентация сразу же отображается, она лежит в облаке. То есть все работают совместно над одной и той же презентацией. И сразу можно посмотреть результирующую презентацию, сразу можно ее прокомментировать. И так далее, и так далее. Мы говорим об этих инструментах с разных точек зрения. Есть у нас записанные ресурсы, мы проводим периодически такие вебинары, где рассказывается о технической стороне инструмента, то есть кнопки. Вот есть такая кнопка, что с помощью них можно сделать. Но также мы проводим и больше вебинаров именно с педагогической точки зрения. То есть мы рассказываем, учителя рассказывают о том, в какой ситуации, с какими ребятами, на каких предметах, какой инструмент лучше выбрать, например, для организации совместной работы. Будет это PowerPoint, или это будет Sway, или это будет OneNote, ну и так далее, и так далее. Потому что Sway это... Слышал кто-нибудь у вас про Sway? Замечательный инструмент для создания презентации. Мы все знаем про PowerPoint, я вам Sway покажу. Sway — это новый инструмент для создания презентации. Это онлайн-инструмент, то есть он всем может быть доступен с браузера. И формат имеет... Sway выглядит как сайт. То есть ребятам очень нравится работать именно со Sway. Но, например, мне кажется, что возможности применения Sway несколько похуже, чем PowerPoint, но кому-то нравится. Таким образом, информатика — это комплексная поддержка работы, и информационная, и координационная, и учебно-методическая, и технологическая.
различные возможности. Также есть возможность сертификации, если кому-то нужно. Также есть возможность участвовать в различных международных мероприятиях, которые проводятся для педагогов, которые применяют инструмент Microsoft во всем мире, и мы имеем возможность рассылать ссылочки на эти мероприятия нашим учителям. Пожалуйста, тоже участвуйте. Конечно, здесь нужно знать английский язык, но наши учителя приглашают, например, учителей английского языка на такие, к просмотру таких вебинаров, или приглашают продвинутых ребят, там, 9, 10, 11 класс, которые стоят и переводят то, что происходит на экране. И я уже несколько раз говорила, что очень здорово наблюдать, когда учитель постоянно развивается, постоянно совершенствуется и постоянно образовывается. Да, мы говорим о непрерывном образовании. И как пример приведу вам замечательного учителя Середина Лидия Ивановна. Она работает в поселке Сосновка Калининградской области в интернате для глухих и слабослышащих ребят. Она тоже наш активный участник, пришла тогда же, когда Инна Петровна пришла. И Лидия Ивановна находится в достаточно зрелом возрасте, скажу так, она уже на пенсии, достаточно давно. Но когда она начала участвовать в нашем проекте, она поняла, что ей нужно знать английский язык. И она пошла учить английский язык с нуля. И за 2 года она выучила до уровня TOEFL, она получила сертификат, и в ее родной школе ей предложили учить преподавать английский язык для ребят, как слабослышащих. То есть и это не единственная история. У нас таких историй много, когда человек понимает, что вот он, пожалуйста, все возможности для развития есть, только бери, развивайся. И на этом слайде ссылки сейчас, наверное, не активны, потому что, опять же, не писали. Ну ладно. Вот в 2016-м PowerPoint вы можете показывать презентацию, и сразу же вы можете запускать видео, оно будет разворачиваться, такое полноценное видео, и дальше проигрываться. Вот на этом слайде, когда вы будете просматривать позже эту презентацию, собраны еще несколько роликов учителей, которые тоже готовили к разным конкурсам, билеты к разным. У нас есть учителя, участники учителя года. Например, Сиденко Андрей, вот он тоже участник нашей информатики, он был финалистом, не помню, 15, мне кажется, года, учитель года. То есть вот здесь вы тоже можете посмотреть, я их просто нашла по YouTube по поиску, зная фамилии наших активных участников, которые принимают участие в разных конкурсах, вот нашла и вам туда выложила для того, чтобы вы посмотрели. Те самые книги реформатики, которые у вас есть. Я уже упоминала о том, что их сейчас 2, синенькая и зелененькая. Мы их собирали, я их собирала из сценариев, да, то есть практик учителей, как я уже сказала. И есть цифровые версии этих книг, конечно же. Чтобы не таскать с собой такую толстую книгу, тем более синие книги мы все раздали, пожалуйста, есть ссылочка на цифровые версии книг, можете заходить и изучать эти книги. Конечно, с учетом того, что информация, которая изложена в синей книге, она уже немного истарела, потому что в время идут, технологии меняются. Также те открытые ресурсы, которые я с вами рада поделиться. Сейчас интересно. Может, открою. Есть несколько полезных книг, и сейчас я вам сейчас посмотреть. Хочу продемонстрировать замечательную книгу, которую я еще скажу чуть позже, но вот ссылочка у меня была в презентации. Книга называется «Скайпофон», и в этой книге собраны материалы тех учителей, родителей и детей, которые активно применяют скайп в учебном процессе. Оказывается, скайп пришел не только из-за того, чтобы связываться с родственниками, которые где-то далеко живут. Скайп замечательно применять в учебном процессе. Причем это могут быть разные формы деятельности, на уроке, и во вне урочка, и какие-то проектные деятельности, и так далее, и так далее. И здесь я попросила наших учителей, опять же, это была совместная работа, я эту книгу, материал собран в книге OneNote. OneNote — это электронный продукт, тоже про него сегодня расскажу, покажу, который представляет собой электронную вот такую книгу,
где вы можете работать. То есть книга имеет главы, книга имеет страницы, пожалуйста, создавайте главы, создавайте страницы, она в полосе, да, может быть расположена эта книга. И каждый из вас может иметь доступ к определенным, ко всем страницам этой книги, или к определенным страницам этой книги, и какую-то свою информацию сюда размещать. Вот, соответственно, так был создан вот этот OneNote, вот эта книга Skype, где на примере Лены Дегтярева, наш активный участник, выкладывал свои советы по проведению скайп-встреч. Или где собраны материалы на английском языке. Сейчас много переводчиков, которые я нашла еще в 2016 году, и которые будут пригодиться, опять же, для тех, кто организовывает скайп-встречи. Ну и так далее, и так далее. Вот есть какие-то контакты для международных встреч, которые сдают наши зарубежные коллеги, вот, учителям из Америки, или которые наши учителя выкладывают здесь для того, чтобы связываться друг с другом. Но к этому мы еще вернемся чуть позже. Если кому-то интересно 365, то, пожалуйста, тоже такая книга есть. Есть портал Международного педагогического сообщества, где учителя со всего мира на разных языках, по-моему, 36 языков используются на этом портале, рассказывают о своем опыте и выкладывают свои видеоролики или статьи, или рекомендации тех или иных продуктов в учебном процессе. Есть курсы, которые для начинающих, которые на русском языке, переведены на русский язык, пожалуйста, тоже бесплатные, можете пользоваться и учиться сами, учить своих учителей, и, пожалуйста, можно устраивать учебный процесс, почему нет. То есть ребятам давать возможность их изучать. У нас много учителей. Мы пишем замечательные книги, но при этом мы организуем различные активности, это могут быть очные активности, это могут быть удаленные, то есть онлайн-встречи, где наши учителя рассказывают о своем опыте. Здесь вы видите осеннюю конференцию, которую мы проводили в рамках осенней конференции, которая была организована Галактика Intel, где наши учителя рассказывали о том, что они, как они применяют практики. И посмотрите, вот каждая такая строчечка – это отдельный вебинар. Вебинар порядка часа-полтора. В каждом вебинаре принимали участие 2-3 учителя. То есть только за осень, сколько здесь, допустим, 10 строчек, мы дали возможность рассказать. Теперь сказать, как вы применяете ту или иную технологию, пожалуйста, я вас приглашаю. У нас далее тоже проводится каждый год несколько таких вебинаров. Это могут быть очные мероприятия, это могут быть, например, у нас была замечательная секция целый день на МСО, который недавно проходил, Московский международный салон образования. Будет следующая секция в городе образования, ну и так далее, так далее. То есть множество площадок, онлайн-площадок, очных площадок, где вы можете принимать участие, пожалуйста, рассказывайте о том, что вы делаете. И здесь с 2016 года начинаются вебинары. Вот те вебинары, записи вебинаров, которые мы проводили до этого, потому что, конечно же, темы не повторяются. Они находятся в книге вот в синей. Наверное, вот это уже находится здесь, а в синей книге есть записи вебинаров от 2015 года, если кому интересно. К сожалению, у нас конференция Intel, и посмотрите темы. То есть мы говорим о том, как применять Office 365 в административной деятельности, мы говорим о том, как применять Skype в образовании, мы говорим о том, как применять облака, мы говорим о Windows и так далее. И говорим действительно именно с педагогической точки зрения. Это обычные учителя, которые такие же, как вы, которые здесь сидите. То есть мы говорим о том, как применять тот или иной инструмент, какие результаты вы при этом получаете, что получилось, что не получилось, каким образом вы проблемы решали и так далее, и так далее. К сожалению, Галактика Intel закрыта, и в этом году осенью мы попробовали другого партнера, мы попробовали проводить вебинар на дневник.ру. У вас в регионе дневник или какая-то другая платформа? Какая-то другая. Мы дневник
Я так понимаю, это тоже какая-то большая платформа, где находится множество разных инструментов, в том числе электронный дневник, электронный журнал для учителей, которым подключены множество школ. И мы с ними договорились, что мы также сможем приглашать на наши конференции внешних участников. То есть те школы и учителя, которые не имеют учебной записи в дневник, мы специальную анкету раздаем, которую учителя заполняют, и с помощью которой им затем высылается учетная запись, они могут принимать участие в наших конференциях. И возвращаясь, и когда мы пришли на дневник.ру, мы стали получать замечательные отклики от наших учителей о том, что это полезно, это важно, это нужно. То есть те люди, которые нас не знали и которые первый раз к нам пришли, сразу стали говорить, что да, пожалуйста, приходите к нам еще. А возвращаясь к этому, хочу сказать, что вот те вебинары, которые вы видели, у нас был лимит записи 1500 человек на всей России. И этот лимит у нас исчерпался за несколько дней. То есть 1500 на наш вебинар набиралось за 3-4 дня. Это очень быстро. И это показывает то, что мы делаем, это полезно, это нужно. Так, это ссылочка на весеннюю сессию на дневнике, которая у нас была в этом году. Следующую мы планируем. Следующая сессия вот таким образом выглядит. Таким образом выглядит расписание и ссылочки на видеозаписи, которые находятся на дневнике. И вы можете посмотреть все те вебинары, которые были в записи. И мы решили с дневником, что так как не у всех учителей бывает возможность посетить вебинар в онлайн-режиме, мы договорились о том, что мы даем какое-то время для того, чтобы учитель посмотрел те вебинары, которые ему понравились. Нужно выбрать несколько из тех, которые мы предлагаем. И в течение этого времени учитель может задать тоже вопрос, отложенный уже вопрос нашим спикерам, а мы обязательно этот вопрос спикерам передаем и дальше отвечаем на страничке вебинара. То есть вот так это все выглядит, и дальше вы можете посмотреть. И опять же, самые разные темы, вот, например, глобальный тренд развития образования. То есть я чуть скажу попозже об этом, что самые активные учителя проекта «Реформатика», куда мы приглашаем абсолютно всех, приглашаются в проект «Педагог эксперт», Microsoft «Педагог эксперт», чуть позже об этом упомяну. И самые активные из активных приглашаются уже для того, чтобы рассказать о своем опыте, о своем проекте на международных форумах Microsoft. И вот, например, наши учителя, которые ездили, мы потом, конечно же, приглашаем обратно к нам, просим их рассказать о том, какие тренды вообще, что происходит в мире, и таким образом использовать именно инструменты. Я хочу сказать, что наши учителя стабильно каждый год являются победителями различных конкурсов, которые проводятся на этих международных форумах. То есть мы говорим о том, что наши учителя находятся на уровне, а иногда и опережают тех учителей, которые приезжают на такие же форумы. Поэтому мы молодцы, и наши учителя активные, и попытки неправильно будет сказать, но активные и хотят внедрять, хотят учиться и хотят постоянно применять информационные технологии для того, чтобы повышать эффективность учебного процесса. Так, ссылочка на этот вебинар тоже есть. Да, и в этом году мы решили провести несколько мастер-классов для учителей, для того, чтобы не просто учителя послушали, что делать, для того, чтобы научились делать ручками. И каждый такой мастер-класс заканчивается каким-то продуктом. То есть учителя, которые участвуют, они должны были сделать какой-то продукт, то есть что-то, что мастер оценивал и затем давал сертификат. А вот, например, пример того самого организованного вебинара по требованию, когда меня попросили Челябинск, да, школа из Челябинска, как раз рассказать о тех практиках применения дистанционных технологий, которые есть у наших участников. И вот мы собрали наших участников, а лучше рекомендую посмотреть и послушать первое выступление о том, как можно замечательно и интересно вовлечь родителей во внеурочной деятельности, в работу совместную работу с ребятами. Очень интересный доклад, и Людмила Евгеньевна очень хорошо рассказывает, заражающий, то есть я вам очень рекомендую. Ну, конечно, все остальные доклады тоже интересны.
Так, еще один вебинар, который мы провели, опять же, по международным трендам, здесь еще и выставка БЭТ, это выставка информационных технологий в Лондоне прибавилась. Те, кто ездил туда, и те, кто ездил на какие-то другие международные конференции, уже сами что-то уже нам рассказывали. Итак, те возможности для школ-участников, которые мы предлагаем. Это, конечно, и обучение, это и сертификация, это и возможность вступления в международное сообщество преподавателей, и обмен опытом, и так далее, и, конечно, участие в профессиональных конкурсах со своими проектами. Те же возможности для школы уже в другом разрезе, возможность участия в мероприятиях вы можете сами организовывать и входить с этими темами, допустим, ваша школа проводит такие мероприятия, или мы организуем мероприятия, вас приглашаем, то есть различные варианты обмена опытом, потому что основная идея проекта – это, конечно, обмен опытом. Именно для этого это все было организовано, чтобы учителя и участники дорожных отношений учили друг друга в эту студию. К сожалению, не мотайте, а посмотрите сами, очень интересный костюм. Так. Это про скайп. Вот, например, свежий пример скайп 2017 года. Вот та же самая Лидия Ивановна, про которую я рассказывала. Она организовала скайп для своих ребят с привлечением сотрудника Калининградского областного детского и юношеского центра и с привлечением обычной школы. Вот, пожалуйста, организовал скайп на троих, где все получили какие-то знания, и это было интересно. А вот, например, это тоже свежий совершенно кадр, я взяла из соцсетей, с Фейсбука, когда товарищ, который находится, Мохаммед Хасан, который находится в международном сообществе, благодарит наших коллег, опять же, это, по-моему, школа 15-17, они тоже активно применяют скайп, благодарит за успешно проведенную скайп-сессию. Вот он скриншот и так далее, пишет, что такие молодцы, ваш энтузиазм и удовольствие зашкаливает и так далее, и так далее. И вот как раз тот самый кадр, который мне очень нравится с презентацией Оксаны, вот те самые костюмы, которые ребята сами делали с помощью учителя истории и с помощью учителя технологий. Это замечательно. Ну и, конечно, рекомендации Оксаны, они не единственные. Опять же, смотрите книгу «Скайпофон». Я люблю, например, другой скайп, где приглашали также маленьких девчонок, которые с ложками выступали и показывали особенности русского танца. Очень интересный мистер скайп был, проводил, не помню, кто проводил, когда зажигается экран по ту сторону, то есть ребята должны были догадаться, из какой страны их оппоненты. Зажигается экран, да, сидят на полу мальчики в челмах перед точечками. И, собственно, наши встречали Индию, и на этом мистер скайп закончился. Но в других случаях, то есть это уже достаточно продолжительная процедура, где каждый задает какие-то вопросы, отвечает, причем вот вопрос он формулирует, то есть очень интересно. И плавно переходим от скайпа к OneNote, который мне тоже очень нравится. С OneNote, так, у нас сколько? OneNote, который я вам очень рекомендую к использованию и в повседневной жизни, и в своей персональной жизни. Как я уже сказала, что OneNote можно представить как записную книжку, собственно, это и есть электронная записная книга, где вы можете создавать столько глав, сколько вам нужно, и столько страниц, сколько вам нужно. И OneNote, он позволяет собирать и синтезировать информацию, та, которая у вас есть в разных форматах, потому что раньше, по крайней мере, у меня был компьютер, у меня было там куча папок на столе, и я собирала видео, я собирала какие-то статьи, скачивала, что там еще, что-то писала, да, тоже, то есть у меня было куча файлов, причем разных форматов, это был, может быть фото, это может быть видео, это может быть текст и так далее, и так далее. Потом появился OneNote, и я очень обрадовалась тем, что я смогла с помощью одного инструмента всю информацию собрать и систематизировать. Так. Сначала я вам расскажу, OneNote — это продукт, который находится в Off365. Раньше он был бесплатный, мог каждый его себе скачать, а сейчас, по-моему, только в Off365. Но тем не менее, я думаю, что вам будет интересно о нем узнать. Да. Так вот, OneNote — это мультиинструмент, который позволяет
информацию в разных форматах собрать в одном месте. То есть, например, вы представляете электронная страница, и здесь у меня развернутый видеоролик по какой-то теме, ссылочка на интернет-ресурс, какая-то фотография, которую я скачала, что-то я рядом написала и так далее, и так далее. То есть это все можно сделать в одной книге. Или, например, когда я пришла работать в школу, учитель, который мне передавала класс, отвела меня к шкафам, которые вот так вот заполняли всю заднюю стенку класса, и передала мне торжественно свое богатство. На самом деле, действительно, богатство — это различные металлические материалы, контрольные работы, да, проверочные, которые вот по листикам были собраны, и вот такие кипы. И, соответственно, я их ходила, раздавала. Сейчас все вот эти кипы, которые там где-то лежат, их можно сфотографировать и вот в один OneNote разместить, уже систематизировав по сложности, по классам и так далее, и так далее. Очень удобно. И если у вас OneNote, это получается некий документ, некая программа, которая, да, собирает всю эту информацию в некий документ. Вы его можете хранить как на своем компьютере, как и в облаке. И если вы в облако размещаете, это может быть Office 365, то есть это облако, которое развернуто на вашу школу. А может быть облако ваше личное, которое вы разворачиваете, получая учетку просто Microsoft. То есть у меня именно такое облако. Сейчас соображу. Вот учетная запись и пакет программ, которые называются персональным 365, которые, как у меня, не стоит, по-моему, 2600 на год. Это вот то, что я сама себе покупаю и чем я пользуюсь. То есть это может быть не только в рамках школы, а в рамках вашего личной активности. Так вот, у меня такой OneNote лежит в моем личном OneDrive. И я могу находясь в любом месте, в том числе и с телефона, потому что на телефон я тоже скачала OneNote, к нему иметь доступ. Вот я сейчас ехала сюда, да, ушла хорошо, из аэропорта, и что-то могла посмотреть, да, или еду я в автобусе, и что-то тоже посмотреть. То есть вы можете в любой точке, где вы находитесь, иметь доступ к этому OneNote. А если вдруг у вас нет интернета, то все изменения, которые вы вносите в эту книгу, что-то вы добавили какую-то фотографию. То есть я сейчас могу сфотографировать вас, и у меня сразу же вот эта фотография появится в моем OneNote. Те изменения, они потом синхронизируются и появляются, как только у вас интернет появляется. Очень полезен OneNote для организации совместной работы ваших детей или совместной работы коллег. Например, если вы разрабатываете какой-то сценарий какого-то праздника. У меня ребенок заканчивал 11 класс 2 года назад, и я была в родительском комитете, и надо было организовывать последний звонок выпускной. И я предложила родителям работать в OneNote, и те родители, которые никогда его не видели, то есть я им дала ссылочку, и на первой страничке OneNote написала, что это такое, или там, как это работает. То есть если вы хотите написать, поставьте курсор, пишите, ну и так далее, и так далее. И мы с родителями замечательно работали в этом OneNote, не надо было приезжать встречаться, то есть все было прозрачно, чисто. И в том числе все деньги, которые мы давали в классе, в табличке с деньгами экселевской была ссылочка из OneNote, и любой родитель из класса мог зайти и посмотреть, кто что сдал и куда эти деньги пошли. И ни разу у меня нет ни одного родителя вопросов, куда пошли наши деньги и как. Он говорил: вот, пожалуйста, OneNote, идите. Пишите, если что-то у вас есть какие-то вопросы, пишите нам в сообщениях. Возможности применения в школе в жизни, я думаю, вы уже прочитали. То есть наши, опять же, учителя иностранных языков очень любят использовать OneNote как средство для подготовки к ЕГЭ, инструмент для подготовки к ЕГЭ, и видео записи вебинара, где учителя рассказывают о том, как они используют OneNote для подготовки к ЕГЭ, у нас тоже есть в тех ссылочках, которые я вам давала. Одна из учителей у нас очень замечательно использует OneNote сейчас сформулирую, для того, чтобы формировать, наверное, произношение ребят. То есть ребенок сидит дома, открывает свою страничку в OneNote и начинает выполнять упражнения там «З», «Ц» и так далее. Камера его записывает. Учитель себя, когда ему дома, когда удобно, там, в классе. Она открывает эту страничку, и она видит, как ребенок формулирует произношение и вот этот весь артикуляционный аппарат. И она ему дальше пишет здесь же, на его же страничке, что там ты вот эту букву сказал неправильно, сделаешь такое упражнение, такое. Замечательное применение, возможность применения.
Ну, конечно, замечательно с помощью OneNote портфолио организовывать ваши заметки, готовиться к конкурсам, вести проекты и так далее, так далее. Все об этом тоже есть возможности применения. Такие возможности применения тоже описаны в наших вебинарах. И примеры данного сейчас я покажу. Так, вот примеры. Опять же, у меня здесь на этом компьютере ничего не было. Я вышла в свое облако. То мое самое облако вот 365 персональное. Вот они все инструменты, с которыми я работала. Если я сейчас нажму на Word, у меня откроется последний инструмент Word, с которым я работала. Очень удобно. Не надо мне где-то искать. У меня сразу откроется. То же самое. Вот я нажала на OneNote, нашла те OneNote, которые я бы хотела вам показать. Вот они, собственно. И это только те OneNote, которые я создала. А еще у меня куча OneNote, на которые мне дают ссылочку мои коллеги, учителя и так далее, и так далее. То есть я могу не только создавать свой OneNote и показывать его вам целом, но могу также показывать то, что делают мои коллеги, когда они делятся. Вот, например, была летняя школа ШМТ. ШМТ – это большой проект в Москве, в котором участвует вся школа Москвы. И в этом OneNote, то есть в этой книжке, я собирала всю информацию, которая относится к этому проекту, которая относится к летней школе. Вот. То есть все, что нужно. Все участники летней школы по рассылке получили какие-то инструкции, да, получили ссылку на доступ. Вы можете не иметь учетной записи, заходить и без нее. То есть можно иметь учетную запись для того, чтобы смотреть OneNote. Можно и не иметь. Пожалуйста, то есть все здесь есть. Записи вебинаров, информации, дополнительных материалов и так далее. Это замечательный инструмент для агрегации информации. Или, например, как можно... Вот я с этим OneNote начинаю свой рабочий день, потому что это моя задача, то есть те задачи, которые у меня появляются в процессе моей работы. Я сразу сюда пишу, то есть, например, я вот сейчас две ссылочки сюда, прямо перед началом нашего мероприятия внесла, которое я потом показываю. Или, например, ну вот все, что вот я чем сейчас живу, вот, например, по форме, да, то есть у меня какие-то инструкции, которые мне присылали о том, как, кого мне найти, где, куда пойти и так далее, и так далее. Или там я ходила, есть партнер, который занимается определенная программа, называется Imagine Academy. То есть я, ну да, здесь не смог отобразить. То есть на самом деле, вот, смог отобразить. То есть вот, пожалуйста. Я взяла и скриншот карты сюда отправила. Затем я иду к месту, открываю мой телефон, открываю мой OneNote, и вот уже есть скриншот карты, я по ней иду. Можно, конечно, включить навигатор, но карта это как пример. Ну и так далее. Или, например, совершенно прикладное применение OneNote. Здесь преимущество женщины оценят, то есть можно замечательно с помощью OneNote делать вообще изумительно. Не надо никуда написывать, собирать файлики, вот все ссылочки или тексты, которые у вас есть, можно сюда. Причем вот это я не копировала. Есть возможность из браузера сразу посылать, можно на принт, на печать, а можно сразу отправлять в OneNote. Это если у вас стоит Office 365, то есть очень удобно. Российская акция Skype тоже сделана в OneNote. И, наверное, прекрасный чат день победы, вы посмотрите уже сами тоже мероприятие, где активно использовался OneNote. И давайте уже будем завершать. Сейчас посмотрю, что здесь не рассказывала. Таким образом, существует много возможностей для учителей, для методистов, для ребят, для родителей по использованию OneNote. И на слайде это описано, прописано, пожалуйста, потом можете посмотреть. Вы также очень удобно OneNote использовать. Например, вы берете чей-то методический материал, не только методический, все что угодно, чей-то ресурс. И дальше вы делаете в нем поправки. Поэтому вы можете просто
разместить на своей страничке OneNote и дальше писать что-то, какие-то комментарии к этому ресурсу ваши собственные. Может быть, ребенок, у нас также есть такие практики, когда ребенок делает какое-то домашнее задание дома, фотографирует это домашнее задание, оно попадает на страничку учителя, страничка вообще в этот OneNote, и учитель сразу его проверяет. И потом любой родитель может открыть и посмотреть, какие комментарии были у учителя, и что еще нужно сделать ребенку по рекомендации учителя. То есть, опять же, множество способов применения, в том числе этого инструмента, и об этих способах у нас замечательно рассказано в наших вебинарах. Совместная работа, электронный учебник, электронная тетрадь. Книгу информатика первую я тоже делала в OneNote, потому что у нас были разные, опять же, в разных форматах материалов. И мне очень удобно было именно в OneNote ее собирать, а потом можно конвертировать одной кнопочкой в Word, например, или в PDF. Для родителей очень удобно OneNote использовать при проведении каких-то совещаний, или подсоветов, или родительских собраний. Пожалуйста, вы туда можете размещать все инструкции, которые вы бы хотели, чтобы ваши родители с ними ознакомились. Или ссылки на анкеты, пожалуйста. Тоже сюда же, и дальше учителя или родители отвечали, вы сразу видите результаты. То есть сборную статистику по ответам. Для методистов и администрации. Ссылку на эту книгу вы можете давать любому заинтересованному лицу. Например, если вы разрабатываете какие-то учебно-методические материалы, вы можете ссылочку на них дать своему методисту. Методисту есть один инструмент, он у вас в области документ, и вы в нем работаете замечательно. Или, опять же, те же портфолио учителей. Администрация школ создает OneNote, и в OneNote есть каждый раздел у каждого учителя. У нас тоже такие школы есть, которые используют OneNote для этого. И в каждом разделе свой учитель пишет там какую-то информацию по себе, особенно если администрация дала какие-то критерии, да, по которым выполняют какие-то определенные терминал. Нет, пункты вот, для исполнения страничек. Дальше фиксация результата, то есть каким образом еще можно использовать OneNote. Я взяла англоязычный пример, потому что копаться и смотреть, то есть здесь замечательно показано. То есть вот страничка ребенка, вот он показал там стратосферы, медосферы и так далее. Учитель рядом может написать какую-то оценку. Вот ребенок делает лабораторную по физике. Опять же, вот это комментарий учителя, то есть вы заходите в удобное время и комментируете, и пишете, что так, что не так. Или вот то же самое. Дальше я просто пролистаю, там все понятно. Наверное, вот это я сейчас рассказывать не буду. Нет, расскажу. Прям минутку буквально. Значит, есть обычно OneNote. Вот есть книжка. Доступ к этим страницам имеете все, которым я дала ссылку. Ко всем страницам. При этом какие-то разделы можно запаролить. Есть такая возможность. Страницу нельзя, раздел можно. И тогда зайти на эту страницу или раздел может только тот, кто знает пароль. Например, у вас тут сборник контрольных работ или что-то, ребята заходят, выполняют, а под запароленным разделом у вас ответы к этим работам, чтобы просто туда понимали другие файлы. Но есть еще один замечательное приложение, OneNote, называется OneNote, записная книжка класса. Здесь я покажу, вот у меня на компьютере. К нему он организован таким образом. Есть общий раздел, к которому имеет доступ каждый из присутствующих, но также есть частный, то есть персональный раздел каждого. И вот Иванова, допустим, у нее раздел, который называется Иванова. И этот раздел видит только она и учитель. То есть Петров ее раздел уже не видит. Получается индивидуальная работа вот в каждом разделе. То есть есть общее пространство, которое называется библиотека, куда учитель может разместить тот материал, который надо, чтобы видели все, его можно копировать, можно просто изучать. Есть раздел для коммуникации, где все друг с другом могут общаться. И есть дальше индивидуальные разделы, которые как раз называются персональная списная книжка по занятию, где каждый из ребят может выполнять свою работу. И здесь вы можете, вот, например, девочка Вася, Вася очень не очень что такое, как двух мальчиков, и учительница написала, там умница Настя, как даже говорили, чем-то. Вот еще другой пример, где надо было отметить подлежащее сказуемо. Не вижу, кто это, кто-то из ребят плохих натур, по-моему,
ну и так далее. В истории замечательно понять, география, ну во всех предметах. У нас есть учителя физкультуры, которые замечательно применяют этот инструмент. Память, например, материалы, которые Быстрова Юлия Петровна, опять же, начало собрала для своих ребят, и которая ссылку на эту книжку она дала всем ребятам, можно в любое время заходить и смотреть. Да. И здесь же можно рассылать. То есть в этом анонсе, что хорошо, списная книжка класса, можно вот рассылка идет, математическую разметку она рассылает по ребятам, тем конкретным ребятам, которым она хотела это сделать. Я уже смотрю, вот она как раз нашла тех ребят, которые бы она хотела там отправить, и она отправляет именно на те персональные разделы, которые она хотела, чтобы ребята это сделали. Так, ссылку на презентацию, она есть, пожалуйста, можете написать. Я ее сделала короткую, можете скопировать. Когда вы формируете ссылку, ну что такое? Когда вы, сейчас минутку, когда вы формируете ссылки на документы, это может быть PowerPoint, может быть OneNote и так далее, они обычно в Microsoft получаются длинные. Я использую специальную программу, в интернете там можно найти короткие ссылки, вот так, наверное, да, видно, которые позволяют укоротить ссылку и сделать ее более удобоваримой. Так, это ссылки на презентацию. И ссылки на презентацию информатики. Если что, то эти презентации также есть вот на местном компьютере, то есть можно скачать в организации. Все презентации мы затем выложим на нашем сайте, на сайте Глево, в разделе, посвященном нашему семинару. Там можно будет. Так, буквально еще минута. То есть основной наш результат – это неограниченная личность, непрофессиональный рост. Всех участников образовательных шагов мы периодически проводим обучающие семинары. Вот информация о той самой программе «Педагог Эксперт», про которую говорила, следующий уровень и возможности для учителя перечислены здесь в свободном режиме, потом посмотрите. Есть еще специальная программа Microsoft Школ Кейс-Скол для школ, то есть программа для учителей, для администрации, программы на уровне школы отдельно. Если у вас будут вопросы по любой программе или по любой информации, которую я сегодня рассказала, задавайте их или через наших организаторов, или, может быть, чтобы не напрягать наших организаторов, не затруднять, пишите на адрес, который будет ниже. С чего начать? Для того, чтобы участвовать в информатике от вас, нужно только написать письмо, потому что я такой-то хочу участвовать. Если вы напишите, почему хотите, это будет замечательно, потому что вы сами для себя сформулируете, и мне будет понятно, что такого вам можно предложить. Дальше я беру ваш адрес, составляю список рассылок. И вы, сейчас там дальше будет этот адрес, и вы затем получаете письмо рассылки. Вы можете ничего делать, просто смотреть информацию, по которой вам присылаю. А можете откликаться на мои просьбы, я пишу, вот у нас такого-то числа будет вебинар по такой тематике. Присылайте, пожалуйста, те, кто хочет участвовать. Присылайте тему, присылайте анонсы ваших выступлений, мы с вами с удовольствием, я вас запущу в программу. И, соответственно, вы присылаете, я вас вписываю. Так, как стать участником? Вот тот самый адрес. Я так думаю, что все писали, кто хотел. Если что, мне кажется, на самом деле здесь тоже есть. Это те самые ссылки на ресурсы, про которые я вам говорила, и ссылка на эту презентацию.